Адгур Амиранович, расскажите, как на сегодняшний день реализуется инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2016-2017 год? На сегодняшний день программа реализуется в полном объеме. На сегодняшний день в рамках этой программы профинансировано более 600 миллионов рублей. Это в рамках инвестиционной программы. Плюс по линии текущего финансирования более 500 миллионов рублей. В совокупности на сегодняшний день в Абхазию поступило более 1 миллиарда, то есть 1 миллиард 152 миллиона рублей. Это касается как и повышения заработных плат, доплат работников сферы образования, культуры и здравоохранения, и реализации инвестиционной программы, которые заложены были в рамках заседания межправительственной комиссии. На сегодняшний день уже начались работы, как вы знаете, по ремонту и восстановлению автодорог. Это главная дорога Сухум-Ачимчира до 50 километров. Также работы ведутся по ремонту и восстановлению так называемой ракадной дороги, то, что нам позволило сегодня выйти на уже решение о том, что закрыть несколько пунктов пропуска на границе с Грузией. То есть в этом направлении работы идут. Также запланировано в этом году начало нескольких детских садиков по ремонту, которые будут завершены в 2017 году. Серьезная работа будет проведена, продолжена по ремонту, реконструкции Абхазского государственного университета. Вы знаете, там работы продолжаются, и мы намереваемся завершить все работы уже в 2017 году. Речь идет о дошкольных учебных заведениях, это садики в Пицунде, в Новом Афоне и так далее. То есть все идет по плану, финансирование идет. В ближайшие дни, вот сегодня буквально еще на 90 миллионов мы подписали заявку. Это касается ремонта водоснабжения, линий водоснабжения в рамках конкурсных процедур. Кстати говоря, о конкурсных процедурах хотел бы отметить, что впервые в рамках реализации инвестиционной программы мы приняли решение о том, чтобы проводить конкурсные процедуры для того, чтобы каждое заинтересованное лицо, все предприниматели имели равные условия для доступа к выполнению тех или иных работ. Это позволило уже сегодня сэкономить значительную часть средств, и мы в перспективе еще больше рассчитываем сэкономить деньги, и эти деньги перенаправить уже на другие объекты. Вся информация по реализации инвестиционной программы, то есть те мероприятия, которые планируются делать в 2016 году и в 2017 году, они опубликованы на официальном сайте Министерства экономики, то есть те предприниматели, которые готовы и могут включиться в эту работу, они могут заранее планировать свои работы, включение себя в эту программу и так далее. Всего в 2016 году к реализации мы планируем 324 мероприятия в рамках инвестиционной программы. Это очень значительное количество, очень большой объем работы. Сейчас плотно мы работаем, взаимодействуем с российскими нашими коллегами. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о программе кредитования абхазских предпринимателей российскими банками. Как сейчас с этим обстоят дела? И вообще, когда началась эта программа кредитования? В апреле прошлого года с Министерством экономики было подписано соглашение, между инвестиционным агентством в городе Москва. Была проделана очень большая работа. Здесь было отобрано очень много проектов, поступила и рабочая группа из 8 человек, в том числе и депутаты парламента. Дело в том, что на сегодняшний день 26 проектов уже туда отправлено в Москву, работа идет. На проработку каждого проекта закладывается от 5 до 8 месяцев. Почему? Потому что это крупные российские банки, они очень тщательно подходят ко всем вопросам. Но уже есть положительные сдвиги. Уже финансирование открылось по некоторым проектам, более 60 миллионов рублей уже перечислено в Абхазию на реализацию проектов. То есть в этом направлении, как говорится, первый уже шаг сделан, и мы будем только наращивать. Сложности по реализации возникли на первом этапе из-за того, что это относительно новое мероприятие. Ранее такого рода мероприятия не реализовывались, поэтому механизмы реализации, то есть этапы реализации, они все прорабатывались. Но самое основное и
сложное уже позади. Сейчас уже мы вышли на конкретные этапы, и я думаю, что в ближайшие месяцы мы будем только наращивать, и уже кратное будет прирост. Насколько это востребовано и как вообще реагируют на это предприниматели? Отрадно отметить, что наши предприниматели демонстрируют очень высокий уровень подготовленности, вовлеченности во все эти проекты. Для того, чтобы разработать инвестиционный проект, это действительно сложный документ, это финансово-экономическая модель и так далее, это все надо рассчитывать. Но наши предприниматели очень хорошо, оперативно работают, и я думаю, что мы получим очень хорошие результаты, которые будут выражаться уже в рабочих местах, в новых предприятиях в нашей республике. То есть именно поддержка реального сектора. Сейчас уже эта программа работает, финансовые средства уже в Абхазию поступили по некоторым проектам, и предприниматели очень активно вовлекаются в этот процесс, интересуются этим процессом. И я думаю, что это станет серьезным подспорьем для нашего бизнеса, потому что в той же Российской Федерации на сегодняшний день кредиты получить под ставку 10% годовых очень тяжело. Более того, кредиты предоставляются нашим компаниям, которые по сути в этих банках не имеют никакой кредитной истории. Даже российские предприниматели, которые на российском рынке работают, они не имеют доступа к таким ресурсам сегодня. А нашим предпринимателям вот такая возможность открыта. Но при этом, конечно, российские банки очень, еще раз хочу сказать, детально, тщательно взвешивают. У них серьезные аналитические отделы, которые очень досконально проверяют инвестиционные проекты, потому что риски очень велики, вы сами понимаете. Но со своей стороны мы, как Министерство экономики и по поручению президента, мы очень активно тоже вовлечены в эту работу. У нас есть инвестиционное агентство, которое на сегодняшний день оказывает полную поддержку нашим инициаторам по подготовке необходимых документов, по коммуникации с инвестиционным агентством. То есть это работа не только в части отбора и просто отправить эти проекты, а дальше мы продолжаем оказывать содействие. Более того, сейчас мы разработали проект документа, который будет регламентировать механизмы контроля исполнения заемщиками своих обязательств. Но, опять же, эта работа, она имеет какие-то сроки. И реальные, серьезные уже такие плоды мы увидим уже в 2017 году, и дальше будет по нарастающей. То есть в этом году уже к концу мы уже выйдем к несколько предприятий, но в 2017 году это будет очень уже заметно, а в 2018 еще больше. Расскажите подробно о программе кредитования за счет собственных средств. Это вы сейчас говорите о той программе, которая заложена в нашем бюджете за счет собственных доходов. Это порядка 300 миллионов рублей. Это действительно впервые в Абхазии именно в бюджете заложена такая сумма на поддержку малого и среднего предпринимательства. И мы ее уже в апреле месяце начнем уже говорить о ней конкретно, детально, будем публиковать механизмы и рассчитываем в этом году ее реализовать. Эта программа нацелена на то, чтобы дать шанс и возможность более мелким предпринимателям, тем, у кого нет возможности сегодня получить кредиты в банках, дать возможность, чтобы они начали свое дело. Вы знаете, что и в прошлом году по линии Национального банка была реализована программа, и в эту программу тоже вовлечены были очень много людей и предпринимателей, но, к сожалению, не все смогли получить финансовые ресурсы в силу ограниченности этих ресурсов. В этом году и уже дополнительно к Национальному банку уже и руководство страны, и депутаты нас поддержали, и уже и бюджетное финансирование на поддержку малого бизнеса пойдет. Это только начало, потому что и в следующем году, и дальше мы только будем наращивать. В следующем году мы рассчитываем существенно увеличить строку в бюджете на поддержку малого и среднего предпринимательства, потому что президент об этом всегда говорит, вы знаете, да, и ставит нам такие задачи. Самая главная наша задача в экономическом плане на сегодняшний день – это поддержка наших отечественных предпринимателей.
развитие реального сектора экономики, создание рабочих мест. Все свободные средства, которые будут появляться у нас, они все будут направляться на поддержку реального сектора экономики. Но для того, чтобы это все заработало в полном объеме, необходимо какое-то время, потому что, прямо вам скажу, такого рода мероприятия тоже впервые проводятся. Это есть опасения невозврата, есть опасения недобросовестного участия в этой программе. Есть определенные риски. Поэтому, конечно, все эти механизмы мы закладываем, чтобы производить отбор, который позволит минимизировать эти риски. Кредиты будут по льготным ставкам, потому что людям надо начинать свою работу с нуля, это не так легко. Более того, мы учли уже опыт реализации прошлогодней программы по линии Национального банка. Там мы столкнулись с чем? С тем, что, допустим, предприниматели и инициаторы с так называемых, не люблю это слово, депрессивных районов, вот Тхуарчалский район, там, Ачимчирский район, они столкнулись с тем, что у них нет залогового обеспечения. Потому что реально нет таких возможностей, у единиц только были. Это тоже мы учли в этом году. И в этом направлении мы тоже проработали определенные механизмы. И я думаю, что в апреле мы это все опубликуем и широко будем освещать. И максимальное количество людей будем вовлекать. Я хотела, чтобы вы поподробнее рассказали о предпринимателях, по каким критериям будут отбираться, и есть ли будут ли какие-то ограничения или как? Да, конечно, ограничения будут, безусловно. Это касается и прошлых кредитных историй в первую очередь, если данный гражданин или юридическое лицо было замечено в каких-то, мягко скажем, нелегальных схемах, или есть просроченная задолженность, или недобросовестное отношение к кредитам и так далее, конечно, они будут исключаться. Это первый критерий. Ну и остальные все критерии механизма отбора, они, в принципе, мировая практика существует, они общераспространенные. И более детально и подробно мы уже в апреле вам все расскажем и покажем. Там несколько направлений. И также мы планируем уже в этом году начать работу, а в следующем уже более серьезно ее воплотить в жизнь. Это реализация лизинговых операций. О чем идет речь? Речь идет о том, чтобы наши предприниматели, особенно те, которые хотят работать в сельской местности, имели доступ к дешевой технике. То есть вот это наши планы. И в этом году мы отчасти начнем, учитывая небольшие пока возможности. В следующем году мы ее продолжим, увеличим. То есть мы ее будем только наращивать. Вот такие у нас планы в части поддержки малого и среднего предпринимательства. Мы знаем, что вы на сегодняшний день проводите проверку подведомственных организаций Министерства экономики. Как ведется на сегодняшний день эта работа и какие уже есть результаты? Что касается унитарных предприятий, подведомственных нашему министерству, действительно, да, вы знаете, мы и в средствах массовой информации об этом говорили открыто. Эта проблема существует, эта проблема началась не сегодня, это то, что наслаивалось уже более 20 лет. Этой проблемой, к сожалению, были попытки, я не говорю о том, что кто-то исключал это, были попытки заниматься этим направлением, но вот системно этим никто не занимался. Вы знаете, что по линии контрольной палаты была проведена серьезнейшая проверка. По итогам этой проверки нам передали соответствующие материалы, в рамках которых описаны все нарушения. Эти нарушения на сегодняшний день уже устраняются, отчасти уже некоторые устранены. Эта работа займет еще, я думаю, что больше 1 года. Этот год включительно, и 17-й, и думаю, что середина 18-го. То есть там очень большой объем работы, действительно, проблем очень много, но тем не менее уже за этот промежуток времени нам удалось достигнуть определенных результатов. Это выражается в увеличении доходов нашего бюджета, то есть первое, конечно, это ставки арендных платежей. По многим направлениям мы увеличили арендные ставки по государственным предприятиям в разы, в некоторых направлениях это в десятки раз, в некоторых направлениях
все дифференцировано, потому что есть территориальные какие-то возможности, то есть предприятия, которые находятся там в восточной части Абхазии, они имеют определенные возможности, те, которые находятся там в Гагарском районе, в городе Сухум, это другие возможности. Вот. Но это все равно недостаточно, мы эту работу продолжаем. И самая главная задача какая? Чтобы эти предприятия все-таки работали, не сдавая в аренду свое имущество, а по своему профилю, или же, значит, необходимо принимать какие-то кардинальные решения. На сегодняшний день мы не склонны, значит, проводить политику полной приватизации этих предприятий. Почему? Потому что государственная собственность все-таки это наша общая с вами собственность, и максимально надо ее эффективно использовать для того, чтобы был какой-то эффект, не какой-то, а реальный эффект для нашего государства, для нашей экономики. В 2016 году увеличился рост собственных доходов. Мы хотели бы, чтобы вы рассказали вообще, как обстоят с этим дела. Ну, вы правильно сказали, мы заложили довольно амбициозный бюджет по увеличению собственных доходов, и депутаты нас поддержали. Конечно, есть определенные сложности, проблемы, в том числе и с НДС, вы знаете, там определенные есть сложности, но этот вопрос как бы решается в оперативном порядке, есть определенные выпадения, конечно, безусловно, но на сегодняшний день доходы, поступающие в бюджет, они идут по графику. Но главное, что я хочу сказать, вот немножко отойти вот, и в целом посмотреть на этот вопрос, и хотел бы, чтобы наши граждане меня услышали. Когда мы говорим об увеличении собственных доходов в отношении финансовой помощи, это и президент об этом говорит, и все мы об этом говорим. Это очень важный вопрос. Еще раз возвращаюсь, потому что без собственных доходов, без увеличения собственной части мы не сможем реализовывать собственную государственную политику, в том числе и экономическую тоже. Вот. Но я слышу разные высказывания в последнее время о том, что там российская помощь оказывается, не оказывается, вот отношения с Россией улучшились, ухудшились и так далее. Ну, во-первых, я уже вам сказал и привел цифры о том, что российская помощь оказывается в полном объеме сегодня в рамках программ двух, это инвестиционная программа и текущее финансирование. Но тем не менее, я хотел бы вот о чем сказать. Вот неправильно, на мой взгляд, оценивать работу руководства страны по количеству денег, которые дали из-за рубежа. Это неправильно. Мне так кажется. Более правильнее говорить о том, что насколько мы стараемся увеличивать собственный доход. Вот это важно. Поэтому немножко надо, наверное, более взвешенно подходить к этому вопросу, когда мы обсуждаем эти темы. Мы поставили такую себе задачу увеличить собственный бюджет. Мы еще больше будем его увеличивать. Да, там есть вопросы там, у ряда лиц о том, что это достигается фискальными мерами, то есть увеличение налоговой нагрузки и так далее. Но я хочу вам сказать, что не только, я уже выше об этом говорил, мы все возможности, которые у нас сегодня в государстве есть, все без исключения направляем на поддержку реального сектора экономики. Проблема в чем? Проблема в том, что эти возможности, они узкие. Эти возможности надо увеличивать, и тогда еще больше мы будем направлять. Но даже если бы эти возможности были бы шире, и мы их направляли, все равно для того, чтобы ввести в эксплуатацию, просчитать и все это проанализировать одно предприятие, нужен минимум 1 год. Нужен минимум 1 год. Это маркетинговый анализ, это технико-экономическое обоснование, это закупка оборудования, строительство и так далее. То есть невозможно взять и за один день построить сотню предприятий, которые будут платить налоги и увеличивать бюджет. Эта работа нами ведется и будет наращиваться.